музыкальная АБВГДейка. А мы что, сегодня будем буквы учить? Мы познакомимся сегодня с музыкальными словами. Какие ты знаешь, Ириска, слова на букву А? Автобус, автомобиль, апельсин, Нет. Музыкальные слова. Ну, например, ария, адажио. Опевание. Арфа, молодец, мальчик какой-то правильно назвал еще. Октава, ребятки, на букву О. Аккордеон, ай да молодец. Я знаю, ансамбль. Замечательное слово, ансамбль. Аккорд, да ну молодцы, какие трудные слова даже знают. Аллегро. Спасибо. Давайте мы послушаем предложение, которое внесла Ириска. Она назвала очень музыкальное слово ансамбль. В переводе с французского означает вместе. Вместе играть, вместе петь, вместе танцевать. Есть вокальный ансамбль. Это содружество певцов. Инструментальный – содружество инструментов музыкальных. А вокальный инструментальный – это вместе певцы и инструменты. Думаю, нам надо послушать вокальный ансамбль. Встречайте вокальный ансамбль «Веселые нотки». Почему ты мешаешь вести концерт? Я, Петя. Девочки так здорово пели, что я не удержался. Я тоже так хочу. Я мечтаю петь в хоре и играть на музыкальном инструменте. Вы возьмите меня в хор. Мне так здесь все нравится. Ох, мальчик Петя, да как же так? Во время выступления ты поднялся, помешал девочкам петь. Ой, как я огорчена. А ты знаешь, чтобы вот петь в хоре, надо иметь красивый голос, петь чисто, не фальшиво, знать музыкальную грамоту, ноты, жанры. Да вообще надо разбираться в музыке. Я буду стараться. Может, наша музыкальная ПВГДейка поможет Пете? Ой, не знаю. Надо подумать. Объявляю танцевальную паузу. Грузинский танец в картуне.
поможет тебе развить музыкальную память, голос, ритм, то, возможно, тебя примут в хор. А мы продолжаем нашу музыкальную АБГДейку. На букву А какой инструмент? Петя, ты долго думал, ребята умницы, аккордеон. Справа клавиши, слева кнопочки, а устроен он очень сложно. Поток воздуха усиливается благодаря мехам, заставляя вибрировать металлические пластинки. От этого аккордеон звучит насыщенно, как орган. Ребята, а вы знаете, как звали главную героиню сказки, которая впервые, попав на бал, очаровала и короля, и принца своей чудесной песней? Солнышко, а помните, она пела такую веселую песенку, называется «Добрый жук». Но мы сейчас будем слушать не песенку, а мелодию этой песенки в исполнении аккордеоном. Петя, садись, слушай, раз ты хочешь в хор поступить. Петя, мне тоже понравилось. А я, знаете, вспомнила, что еще на букву А есть же аплодисменты. Давайте не забывать хлопать и бурно приветствовать наших исполнителей. А у нас на очереди буква Б. Какие инструменты? Молодцы! Слышу! Остановимся на инструменте, который называется, молодцы, баян. Он очень похож на аккордеон. У него только кнопочки с двух сторон. Баян. Такой прекрасный инструмент. Ни один праздник, ни одно народное гуляние не обходится без баяна. Как вы звонко кричали про этот инструмент. Ну, кто не знает балалайку? Характер у нашей трехструнки веселый, задорный, боевой. Балалайка является струнно-щипковым музыкальным инструментом. Чтобы звук получился, надо ущипнуть за струну. А еще балалайка всем поднимает настроение.
потому что у нее отрывистый, ясный, красивый звук. А еще на П. Бубен. Правильно, Петя, бубен. Сейчас мы проверим, есть ли у тебя чувство ритма. Без него тебя в хор ну никак не возьмут. Держи бубен. Петя, не волнуйся, это, конечно, серьезное испытание. Чтобы поддержать квартет балалаев, Пете нужно будет отстукивать ритм. Это сложное задание, но зато, ребята, вы сразу поймете, есть у Пети чувство ритма или нет. А можно даже еще украшать, делать какие-то интересные движения бубном. Ну, мы сейчас и посмотрим, как прозвучит пьеса «Ай, все кумушки». Концерт веселый продолжаем, потанцевать всех приглашаем. Присядку, дробь и поворот, пускай танцует весь народ.
Будем хлопать. Предлагаю поиграть в игру. Только для этого, ребятки, мне надо знать, на каких вы местах сидите. Вы считать умеете? Тогда смотрите. Предлагаю так. Кто сидит на первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом месте? Стали. Стали. Только с первого по шестое место. О, Петя, это твоя команда. Твоя. Теперь стали те, кто сидит, садитесь, с 7 по 12 место. Серединка, серединка, вот серединка. Молодцы. Так, это будет команда средняя, номер 2. Молодцы, садитесь. А теперь вот эти вот крайние встали. С 12 по 18 место. Ребятки, вот вы у нас будете первая команда. Так, мне придется воспользоваться. Мне же надо вам хлопать. Для этого придется воспользоваться вот так микрофоном. Как-то мне его приподнять надо. Вот, все, я готова. Ну что, до 5 должна просчитать средняя команда. Лизка, показывай, как до 5 считаем. Серединка только хлопает, до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Молодцы. Первая команда, а у вас будет коротко. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Готов. А ваша крайняя в другую сторону. Хлоп-хлоп. Петя показывает хлоп-хлоп. Сейчас по моей руке. Середина 5 раз пошли. 1, 2, 3, 4, 5. Хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп. Сейчас зазвучит музыка. Это будет первая попытка. Готовы? Так, замечательно. А мы остановились. Мы, кажется, дошли до какой буквы? В, конечно, В. Так, какие же слова на букву В? Помогайте. Молодцы, читать умеете. Здорово. Но я услышала, очень дружно кричите. И волторна, и виолончель. Но у нас сейчас выпало какое слово. Какое трудное, виртуоз. Петя, ты знаешь, что это такое? Виртуоз, ребята, это исполнитель, которому подвластны любые трудности. Он со всеми справляется легко. И с ритмом, и с темпом. Вот сейчас мы услышим виртуозное произведение, которое называется «Реверанс». Опускаешь на клавиши руки, волшебство совершается вдруг, и рождаются чистые звуки, серебром рассыпаясь вокруг.
Гамма – это звукоряд из 7 нот. Ну, кто не знает гамму до мажор? А мы сейчас попросим нашу Свету, которая виртуозно сыграла, гамму сыграть. Ой, не-не-не-не-не-не. Это очень быстро, это на самом деле виртуозно. А нам надо медленно, потому что Петя сейчас будет сдавать экзамен на исполнение гаммы до мажор. Я думаю, Лиска, ты ему поможешь? А может, и ребята помогут? Давай, Света, играй. Петя, ты готов? Поем гамму до мажор. Спасибо. Ребятки, ну помогите. Неплохо спели. А если мы хором закрепим заодно? Как же гамма поет? А у нас и ноточки, подсказочка на экране. Еще раз. И до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Неплохо получилось. Даже вниз поете гамму. А вот мне эти нотки, которые я сейчас видела на экране, показались какими-то волшебными. Может быть, за ними что-то спрятано? А что, если там какие-то песенки? Вы петь любите? Да! Так, Петя, ну-ка выбирай. Какая тебе нота из всех 7 нравится? Нота фа. О, Пете нравится фа. Давайте послушаем, что же скрывается за ноткой фа. Какая песенка откажется? Нотка си я услышала. Давайте си послушаем. Что это? Правильно, 2 веселых гуся. Поем. Жили у бабуси 2 веселых гуся, один серый, другой белый, 2 веселых гуся, один серый, другой белый, 2 веселых гуся. Чудесно! Молодцы! Какие у нас были симпатичные нотки, и у нас все хорошо получилось. Но теперь серьезная часть. Соль. Давайте соль. Что это? Чукачанка. Сможем ее спеть? Все, на этом заканчиваем, потому что Петю ждут сложные вопросы. Петя, обычно на экзамене спрашивают, а каких, например, композиторов ты знаешь? Я знаю Петра Ильича Чайковского, мы с ним тезки. А ведь правда, Петя Петр Ильич Чайковский действительно тезки. Ребята, кто не знает этого великого композитора, правда же? Знают все. Петр Ильич Чайковский сочинил вот эти известные балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица». А еще он для вас, для деток, сочинил детский альбом. Там целых 24 пьесы. И знаете, какие интересные? И «Баба Яга», и «Марш деревянных солдатиков», и «Болезнь куклы», и «Новая кукла», а еще «Игра в лошадки» и разные танцы. Мазурка,
Смотрите, в исполнении такого необычного инструмента. Он называется ксилофон. А на этом инструменте я всегда мечтал научиться играть. Можно попробовать? Ну, Петя, у тебя прям слух-то какой, а? Смотрите, подобрал то, что сыграл нам Камаринскую исполнитель. А мне еще нравится эта веселая полька. Я попробую ее подобрать. Ну-ка, ну-ка. Это же знакомая итальянская полька Рахманинова. Ух ты, как тут. Ну, Петя, сразу видно, что тебе нравится этот инструмент. Браво, давайте похлопаем. Ты как и на крупный сыграл, да еще и на ксилофоне. Ай да молодец, пока у тебя все хорошо получается. Но у нас тут, по-моему, уже все буквы перепутались. Все смешалось. Ну, нам поможет экран. Давайте посмотрим на экран. Тут нотки. Петя, сейчас вы знаете, что у него проверим? Да и у вас тоже. Как он на слух отгадывает музыкальные тембры. То есть голос инструмента. Петя, выбирай, какая по счету нотка тебе по душе. Вторая. Вторая. Что же сейчас будет звучать? Ребятки, вы тоже... Кто узнал, что это? Это не скрипка, а флейта. Петя, Флейта. конечно, это флейта, и некоторые ребятки молодцы, догадались. Флейта очень древний музыкальный инструмент. Он был популярен и в Древней Греции, в Древнем Египте. Одним словом, флейта – деревянный духовой инструмент, а играть на нем очень удобно. Исполнитель дует в канал воздух, и клавиши клапаны закрывают отверстие. А давайте послушаем, как же звучит эта нежная красивая флейта. Вот эти как?
очень трудный вопрос. Это же кларнет! Ну, Петя, ай да молодец! Это так же, как и флейта, деревянно-духовой музыкальный инструмент. Называется кларнет. Он очень элегантно выглядит. У него черный фрак, серебряные пуговицы у инструмента, а звук очень благородный и мягкий. Давайте послушаем вальс в исполнении кларнета. Кларнету помогали играть на рояле концертмейстеры. Концертмейстер – это музыкант, который помогает солисту. У него очень сложная задача. Во-первых, он должен блестяще играть на рояле, во-вторых, должен слушать солиста и всячески ему помогать. Ой, как тут много слов уже музыкальных прошли. Но у меня есть еще один вопрос. А что же это? Я видел, как такой штукой играют на электрогитарах. Так это же медиатор. Специальное приспособление для защипывания струн. Ой, а вот у нас как раз дамристки юные любят свой инструмент домру, как и балалайка, только смотрите, у нее округлая форма. Но они играют с помощью медиатора. А давайте послушаем, как они здорово сейчас будут нам играть. Точно, Ковалинскую мы слушали, польку ты нам замечательно попытался сыграть на кларнете. А сейчас тебе вопрос. Ой, вернее, на ксилофоне здорово сыграл. А сейчас давай послушаем, что за танец прозвучит. И постарайся догадаться, как он называется. Это же лезгинка! О, точно, лезгинка. Вы знали, ребята? Так, а это? Точно, Ленка. Ну тогда давайте послушаем, вернее, посмотрим еще и на русский танец.
Барабушки. Сейчас на сцене появятся две девочки, которые практически как две сестренки. А подготовили они для вас очень симпатичную, веселую мелодию, которая называется «Собачий вальс», но для котят.
лесу. Согласитесь, Петя многому научился, да? Он узнал много новых слов, правильно, Петя? И поет неплохо. Познакомился с творчеством Чайковского, узнал различные музыкальные инструменты. И что ты хочешь там, Петя, сказать? А как же хор? Вы же мне его обещали. На сцену приглашается детский хор гимназии искусств при главе республики Коми. Петя, посмотри, какие они нарядные, посмотри, какие они одухотворенные, веселые и счастливые. Чтобы туда встать в хор, тебе придется сейчас спеть небольшой кусочек, который тебе ребята продемонстрируют. Слушай внимательно. Сейчас прозвучит фрагмент песни, а ты его должен повторить. А теперь ты, Петя, давай. Ну что, получилось у него? Похлопайте, Петя! Ириска, одевай ему жилетку! Петя, ты теперь в хоре! Встречайте хор гимназии искусств!
следующем музыкальном абонементе. Всем спасибо!